Мальчик, подойди ко мне. Доброе утро. Да будет светлым твое утро. Чей ты сын будешь? Я сын Азамата Березова из Торшегома. Расти большим. Хорошо, что ты оказался на родине предков. А сколько же тебе лет? Мне 8. 8 лет. Так вот, столько же лет, сколько тебе, на эту землю не ступала нога осетина. 8 лет из Торшегома не слышна осетинская речь. Опустело наше ущелье. А здесь столько благодати, что и рассказать невозможно. А теперь посмотри. Башни, построенные предками, осиротели. Земли, омытые их кровью, не в нашей власти. А в наших древних святилищах померк огонь. Этот огонь, мой мальчик, необходимо зажечь вновь. Зажечь вновь. Никогда не забывай об этом. Никогда. Дедушка, проснулся мой мальчик. Я видел во сне Торшегом. Как там хорошо. И нас там ждут. Торшегом, во сне. Но как? Ты же там никогда не был. Да из торшегомцев там уже 8 лет никого не было. Но как же это? Почему не были? Это же их родина. Да, Азамат, это наша родина. И нет на свете ничего дороже нее. Но наши соседи закрыли для нас дорогу туда. Дедушка, скажи, а можно забыть родину? Нет. Невозможно ее забыть. Никак невозможно. Тогда мы должны обязательно туда поехать. Не так старик сказал. Старик? Да, которого я видел во сне. Он сказал мне, что в Торшегоме есть много святых мест, и они ждут нас. Я хочу, дедушка, все знать о Торшегоме. Мы с тобой, Азамат, никогда не оставим Торшегом, потому что у человека невозможно отнять его родину, а у народа невозможно отнять его святыни. И да поможет нам в этом наш Уаштарджи. Согласно нартскому эпосу, в день гибели самого безупречного богатыря Нарта Батраза, Бог уронил на землю 3 слезы. На тех местах, куда упали слезы Бога, в ущельях древней Осетии Алании возникли 3 легендарных святилища. Реком в Цейском ущелье, Мыкалгабарта в Алагирском и Таранжелос в Трусовском ущелье в Торшегоме. Так иносказательно повествуется в эпосе о великих сакральных знаниях, которые были даны Богом Нартом Ариям. Знания о законах мироздания должны были охранять до наступления сужденного времени и их потомки. Этот завет свято выполняли на протяжении тысячелетий ироны, арионы, осетины, которые, живя в суровейших условиях Кавказских гор,
строго соблюдали божественные заповеди, содержащиеся в их законе жизни Ахдау и зашифрованные в их языке, традициях, обычаях и ритуалах. Одной из таких крупнейших и древнейших священных территорий, в которых охранялись знания ариев, является земля Торшигома, Гудеккома и Копской котловины. Здесь располагалась духовно-идеологическая зона древнего мира. Помимо древней святыни Таранджелоса, здесь расположено еще свыше 60 культовых сооружений и священных мест осетинского народа. На территории Трусовского ущелья, Кубинской котловины, Гудского ущелья мы оставили 64 святых мест. Вот в Гудском ущелье наиболее почитаемым святым считался святой Ломиш в Аштарджи. Я там бывал, на этом месте бывал, и буквально ритуалы исполнялись точно так же, как в Северной Осетии. Ломиш – это исконно осетинское святилище, посвященное Уаштарджи. Оно находится высоко между Гудским и Димырским ущельями. У Гаппубаева сохранилась молитва Уаштарджи, которую он слышал от старших. «На гребне Ломиша твоя коновязь». Не к грузинскому же святилищу просили Уаштарджи привязать коня. Ломиш – это древний осетинский зуар, а позднее ему стали поклоняться также огрузинившиеся осетины из ближайших грузинских сел. В Торшигоме было много святых мест. В глубине ущелья, в селении Реш, святилище Аларда, в селении Теп, святилище Уаштарджи. Также молились Уасила, Таранджелос, Шаниба, было святилище Рагу-Уаштарджи, Нар-Уаштарджи, Кобы-Уаштарджи, Мацхари, в Шуардене, Мадымайрам, в Мна и другие. У нас самое почитаемое было святилище, посвященное Мадымайрам, покровителя детей. Когда-то у одной семьи не было детей. Они положили в люльку желтый камень и молились. И говорят, камень превратился в ребенка. Такой это сильный зуар. Мадымайрам Гудского ущелья. Были еще святилища Мичета-зуар, Уасила, Килы-зуар, Рага-зуар, Шарха-зуар, Ломиш-зуар. У нас в селении Шуатиш молились больше Шаниба, Таранджелос и Уаштарджи. У древнего храма Таранджелос у нас был свой найфат, молитвенное место, и туда ходили с ритуальным пивом молиться, как все осетины. А недалеко от нашего села есть святилище Шаниба. Мы также молились Уаштарджи и совершали обряд посвящения Уаштарджи коня. Его подводили к камню Уаштарджи с 3 пирогами, пивом и совершали обряд. Еще у нас молились Авдзуару, Семибожью ледников. Шли вглубь ущелья, там у священной горы есть святилище Авдзуара, сложенное из камня. Время становления духовного мировоззрения осетин своими корнями уходит в глубокую древность, свыше 3-5 тысячелетий до нашей эры. Безусловно, за столь долгий период много раз пытались правители разных стран захватить эти ущелья. Но священное отношение к этой земле заставляло Ира-Салан охранять Дарьяльский проход, Арвыком, Небесное ущелье, и никогда не позволила им отдать кому-нибудь территорию между 2 касарами. Кашара и Кашара – это 2 узких прохода в Алагирском и Торшигомском ущельях, название которых восходит к осетинскому слову «кашар», означающему «порог». То есть эти 2 прохода были порогами, подступами к сакральным территориям, которые были призваны охранять наследники древних ариев – аланы, туалы, осетины.
О сакральности этих территорий свидетельствует и топонимика, которую не случайно называют языком земли. Топонимика Торшегома, Гудыкома и Кубской котловины была подробно исследована Анастасией Цагаевой. Среди 1520 географических названий встречается не более 10 грузинских топонимов. Все остальные имеют осетинское происхождение и очень древние корни. В том числе топонимика дает интересные факты, подтверждающие бытовавшие здесь легенды и предания о Даризантах, о пещере, в которой прикован Амран-Прометей, о древних осетинских святилищах и особо табуированных сакральных территориях, о построенных в эпоху бронзы наскальных крепостях, сарсятских некрополях и многом другом, позволяющим исследователям делать научное обоснование о принадлежности этих территорий и, соответственно, о народе-создателе сказаний о Даризантах. Помимо исторической сакральности, территория Восточной Осетии, центральную часть которой составляют Торшегом, Гудыком и Коб, является одним из важнейших регионов формирования и расселения осетинского народа. С древнейших времен эти земли были связаны с территориями Северной и Южной Осетии 10 перевальными путями, а также знаменитым Дарьяльским ущельем, служившим одной из основных магистралей, идущих из степей Евразии, Закавказья и Переднюю Азию. Дорога использовалась не только в торговых и культурных, но и в чисто военных целях. Римский картограф Птолемей писал: «Существует только 2 удобных прохода на Кавказ, и оба они сарматские. И только через них можно попасть в природную сарматскую крепость Северный Кавказ». Период позднего Средневековья, это ущелье, эта территория была заселена племенами, которых называли сонами или санарами, исходя из названия, скорее всего, горы Казбек на осетинском языке. То есть это осетины, их просто называют словом казбекцы, то есть живущие возле Шана, санаевцы. Пребывание на данной территории сармато-аланских племен прослеживается с древнейших времен, вплоть до установления российской администрации на Кавказе. По сведениям армянского автора Артемия Арадского, в административном центре ущелья, современном Казбеке, в самом конце XVIII века проживали одни только осетины. По-видимому, именно преобладанием здесь осетинского населения объясняется и назначение в начале XIX века российским правительством, управляющим горскими народами, генерала Казбека Сопыкаты, родом из осетинского ущелья Торшегом. Его именем и была названа гора Казбек. Как мы знаем, в период XIX века большую часть этого населения вынудили записаться грузинами, а в грузинских источниках они везде проходят сейчас как мохевцы. Вот. До середины XIX века никаких грузин-мохевцев не существовало в природе. С историей Арвыкома тесно связана и история Торшегома, Трусовского ущелья. Как и Арвыком, Торше принадлежит к числу древнейших поселений осетин-туалов Центрального Кавказа. А немецкий путешественник Гульденштедт насчитывал в 70-х годах XVIII века в верховье Терека 300 осетинских семейств и 400 семейств в Трусовском ущелье. Трусовское и Гудское ущелья составляют в Средневековье
восточный форпост Иристона. Эта территория всегда была в зоне особых интересов осетинского народа. И осетины никогда и никого к этому ущелью не подпускали близко. Это ущелье, по которому проходило оживленное движение наших племен, наших предков на юг. Это было и в период ранней бронзы, и в более поздние периоды. Если мы обратимся к архитектуре Трусовского ущелья, то можно абсолютной точностью, научностью сказать, что башенные сооружения, склеповые погребения, каменные ящики, как в Трусовском ущелье, так и в Гудском ущелье, являются абсолютно идентичными тому, что имеем мы сегодня на территории Северной Осетии. А произведя такой зрительный обзор погребальных полей Трусовского ущелья, мы заметили, что население Трусовского ущелья было очень густым, судя по численности погребальных полей. Это даже дает представление о густоте населения Трусовского ущелья. Этнография Гуда, начиная от Коби, вплоть до крайнего села, как его называют Бурбашек, это представляет классическую осетинскую этнографию. Что бытовые вещи, что посуда, что архитектурные сооружения, погребальные сооружения, культовые сооружения, информация, в конце концов, речь, разговорная речь, абсолютно чистая осетинская речь, которую мы видели в Гудском ущелье и в Трусовском ущелье. Это лишний раз подтверждает, что Трусо и Гуд были составной частью древнего аланского государства. Тот, кто будет читать эту книгу, поймет, что в этих ущельях жили только осетины. Работая над созданием книги, мы использовали архивные материалы, записи легенд о даридзантах, о происхождении фамилий, пословицы. А народное творчество, как известно, развивается и растет только на своей, родной земле. Если бы в этих ущельях не жили из поколения в поколение осетины, то и такого богатого устного народного творчества бы не было. Это и исторические легенды о народных мстителях Куда Абарджита и песня о Тутразе и других. Это не выдуманные, а настоящие события, история, запечатленная в народном творчестве. Это были настоящие герои, настоящие предания и настоящий народ. Территория Дарьяла, верховья рек Арагви и Терека, весь период дают достаточный материал, чтобы говорить о том, что данная территория всегда была в руках предков осетинского народа. Это не просто обычная территория, это символ Осетии, это ворота Осетии, это территория, на котором обнаруживаются следы пребывания наших предков, нашего народа, всю нашу историю, все 5400 лет. Свидетельством многотысячелетней истории этого необыкновенно красивого горного края являются архитектурные сооружения, древние башенные комплексы, выстроенные по методу так называемой циклопической кладки. На многих из них были оставлены послания древних в виде петроглифов и знаков-символов, как, например, на стене дома в селении Абана. В 1877 году у станции Казбек в Дарьяльском ущелье на месте древнего осетинского святилища археолог Георгий Филимонов обнаружил знаменитый казбекский клад, по-видимому, спрятанный когда-то жрецом при угрозе вражьего вторжения. Казбекский клад, состоящий из 200 предметов, один из самых великолепных памятников кубанской культуры V-VI веков до нашей эры. Все эти замечательные произведения искусства являются ярким свидетельством обитания здесь предков осетинского народа, именуемых в эпосе нартами, сарсятами, а в археологии – кобанцами. Подобные одиночные бронзовые изделия находили местные жители и в Кобской котловине, и в Гудском ущелье, где в древних склепах видели также черепа со следами трепанации и заплатками из медных пластин.
Действительно находили черепа, потому что мне отец рассказывал, вот этот ливень прошел, и открылся склеп. И они были молодые ребята с двумя, со своим другом. Они в этот склеп зашли и увидели, и взяли эти черепа, и показали своим родителям, что это такое. Но они им объяснили, что эти черепа принадлежат нашим предкам. Оказывается, это как? Они завязывали их полотенцем, младенцев, головы младенцев завязывали полотенцем, да, и несколько месяцев вот так росли и дети. И голова как бы вытягивалась. Это якобы считалось вот какой-то особой кастой. Обращаясь к памятникам письменности, мы имеем доказательство того, что на разветвлении 4 ущелий в центре Трусовского ущелья, на территории огромного кладбища средневекового, откуда происходит знаменитая Трусовская плита. Если бы жители этого села или этого ущелья не жили там и не хоронили бы там, их предки бы не жили там, то этот памятник нельзя было завести, установить его на этом кладбище. Надпись на памятнике сделана сирийско-нестерианским алфавитом. Надпись на памятнике гласит в переводе на русский язык следующие слова. «Умер Божий раб Иван, это ему делал я, Халках Драчун, из рода Алхазовых». То есть фамилия Алхазовых, конечно, жило в Трусовском ущелье, и внизу стоит дата 1326 год. Как мы видим, в 13 веке во всю мощь, во всю экономическую, на этой территории жили аланы. И на этом же месте стоял второй памятник письменности, который бесследно исчез на этом месте. 200-летняя история края, насыщенная разнообразными событиями, нашла свое отражение в фотолетописи жителей рассматриваемых ущелий. Осетинское население с энтузиазмом участвовало в построении советского государства, стремилось к получению образования, поднимало колхозы, работала для фронта. Эти ущелья стали колыбелью для многих известных людей, сыгравших важную роль в истории, культуре и науке Осетии. Выходцами из 33 осетинских сел Гудыкома, Тыршыгома и Копской котловины были выдающийся ученый-лингвист Василий Иванович Абаев, академик Российской академии медицинских наук Темурбулат Берозов, первая женщина-осетинка профессор Ольга Туаева, герой Советского Союза летчик Сергей Гоблов, классик осетинской литературы Щека Гадиев. А кроме того, в разные годы значимую роль в истории края сыграли лидер крестьянского движения Реваз Рубаев, революционер Степан Такаев и многие другие. Из всех фамилий, наверное, можно привести такие примеры людей, которые чего-то достигли, так сказать, и оставили после себя такой существенный след. Гаврил Туаев, он руководил и значит, Кобинским сельским советом долгое время. И, знаете, для меня он остался вот в памяти, в моей детской, наверное, такой образец того, вот, что означает слово вот «Остин» и «Ронлак» в идеальном смысле. Не только память о знаменитых односельчанах и однофамильцах, но и вся былая славная жизнь объединяет и сегодня выходцев из Тыршыгома. Воспоминания о родине, желание думать о ней, говорить о ней, слышать о ней заставляет тыршыгомцев и кобинцев часто собираться вместе. И за столами в дни священных праздников, и просто в свободное время, чтобы увидеть друг друга, поговорить и послушать песни под аккомпанемент национальной скрипки Кишенфандер, на которой когда-то исполняли старики сказания нардского эпоса. Начиная с Гудского ущелья, Коба, Ухата, Тыршыгома, в Закинском ущелье, Взба, Вурштуалта, везде жили только осетины.
Жили очень дружно, сплоченно, любили друг друга, сватали только местных девушек. Большая была дружба между всеми осетинскими ущельями. Когда к нам приезжал гость из-за перевала, из Урштуалта, то его встречали как брата, оказывали ему почетный прием. И он, в свою очередь, приглашал торшегомцев приезжать в гости к ним. В Трусовском ущелье в свое время было 13 сел. В этих селах проживало более 50 фамилий. Но несмотря на это, люди очень любили друг друга, уважали, взаимно помогали друг другу, занимались земледелием, хотя очень мало пахотных земель было, но земли были плодородные, выращивали высочайшие, я бы сказал, урожай картофеля, ячменя. Во времена коллективизации были созданы колхозы в Ганисе, в Торше, в Кобе. В Торше было 2 колхоза, потом их объединили. Больше, чем у нас, поголовья скота нигде не было. Одних баранов было 45 тысяч. А всего в районе было 5 колхозов. У нас было и шерсти больше, и сыр, кроме нас, никто в районе не делал. Знаменитый кобинский сыр был отменного качества. Его увозили и в Грузию, и сюда, во Владикавказ. У нас были бочки по 500 литров, доили овец летом, отделив их от ягнят, и делали сыр, добавляя к нему еще и коровье молоко. Один сыр весил 10-12 килограммов. Мы приносили огромную пользу для всего Казбекского района, отправляли шерсть в Марнеул, другие места. Поскольку осетинский колхоз перевыполнял план, то за счет этого и весь район выполнял план. У нас приплод бывал 85%. В Торшегоме было много уважаемых людей, выдающихся, славных людей, тех, кто мог примирить кровников, например, Калагов Мыцка. А был у нас Александр Булацев, построивший дорогу в ущелье. Грузины не уделяли нам внимания, а он, будучи большим специалистом, инженером, провел 24 километра дороги, поделив ее на участки и распределив их между селами. И вот все жители этих сел совместно построили дорогу в Торша. Был еще в нашем селе известный человек, Александр Касаев. Он был послом Советского Союза в Тегеране с 1944 по 1949 годы. В нашем селе родился также академик Российской академии космонавтики Казбек Касаев. Все выходцы из Торшегома и сегодня не теряют связь между собой. Окружающие удивляются тому, как мы все ценим и уважаем друг друга. Вы, говорят, как одна семья. Вы и поселились, говорят, в одном районе. İron adam ettamani çi sardi. Kattari tarzı sardı işte İron adamma jah yahadak zurun. Jah kuvandatta. Amonun silu don işte İron kampta. Ama Торше, Коб, к сожалению, опустели. А между тем, там тысячелетиями жили только осетины, и никто кроме них не жил. Святилища, топонимика свидетельствуют о том, что все здесь осетинское. Народ здесь жил сплоченно, благородно. Было 33 села, больше 100 фамилий.
Они были тесно связаны и с Северной, и с Южной Осетией. Говорят, что все происходит по воле Бога, но то, что происходит с нашими землями, это и против людей, и против Бога. Поэтому нам надо быть вместе, чтобы сохранить наследие предков. Что касается Трусовского ущелья, то, к сожалению, оно уже опустело. Опустели наши дома, остались заброшенными могилы наших предков. Та земля, на которой столетиями проживали наши отцы, наши деды, уже не является, к сожалению, в данный момент нашей. Наши святилища, которые были освящены молитвами наших отцов, наших дедов, где молились еще наши предки Аланы, уже не слышат наших молитв. Там уже наши старшие не будут учить наших младших нравственности, не будут учить их отваге, не будут учить их уважению к женщинам. К сожалению, сейчас мы такой возможности не имеем. В 2006 году, когда была закрыта государственная граница с Грузией, все выходцы из Трусовского ущелья перестали иметь такую возможность, чтобы посещать свои святилища и праздновать религиозные праздники. Было решено тогда собираться в Дарьяльском ущелье и отмечать общеущельский праздник Таранджелос. Каждый год в этот праздник собираются представители всех селений, всех фамилий и отмечают этот праздник и возносят молитвы Всевышнему и молятся за мир и за благополучие. Очень хочется надеяться, что то духовное наследие, та любовь к родине, которую нам оставили наши предки из Трусовского ущелья, не будет забыта нами и будет бережно передана последующим поколениям выходцев из Трусовского ущелья. Да, я работаю во Владикавказе, здесь моя семья, основное время провожу здесь. Но моя родина – это Коби. Я племянник фамилии, которая живет в Трусовском ущелье. Вся моя кровь там. И мой долг – это ухаживать за могилами. У нас фамильное кладбище. Это мой долг оберегать и лелеять все святилища. Летом на праздники со всеми атрибутиками праздника, то есть 3 пирогами, направлялся в Коби. На границе с Грузией меня на грузинском таможне остановили и длительное время прокопались в компьютере. В конечном итоге мне заявили, что не пускают на территорию Грузии. Я попросил объяснить причину. Объяснение не последовало. Если из 10 человек одного пропускают, то хорошо. То хорошо. Именно самых активных, вот таких патриотичных, у которых сердце болит за свою вот родину, за свой дом, за свой кров, за отчий дом, стараются не допускать. Стараются не допускать. Единицы, да, проезжают. И пройдет определенное время. За домом, как за человеком, нужно следить. Несколько лет пройдет, дом разрушится. Потом при вот этих преградах, которые существуют на границе, не провести ни строительный материал, ни рабочую силу. Ну и получается опять, что это опять же определенный метод вытеснения. Когда дорога была закрыта, когда кобинцы вообще не могли попасть туда, и трусовцы как бы не могли попасть в свои дома, там, присмотреть за своим хозяйством, за этот период какие-то вот хозяйственные наработанные связи там, десятилетиями, столетиями оборвались, и получилось, что
Дома остались заброшенные, кое-где я так слышал, что кое-где кое-что и разворовали. Почему одних людей пускают, других людей не пускают, почему у них там настроения меняются, то пускают, то не пускают. Да, это, конечно, ненормально. Об этом тоже тема для разговора, наверное, как бы даже на уровне не республиканских властей, а, наверное, там российской дипломатии стоило бы этим заняться. От Северной Осетии эти земли отделяют всего 54 километра. Путь в селение Коб, Гудское и Трусовское ущелье начинается с Дарьяльского ущелья Арвыкома. Первое современное осетинское селение Коб находится в 15 километрах от Казбеки. Земля эта осталась за границей для нас сейчас. То есть вроде как она рядом совсем. Я помню с детства на стареньких «Жигулях», когда садились и за час от Владикавказа спокойно доезжали до нашего Коб. А теперь через два этих поста проезжать уже, знаете, лишний раз человек как бы не соберется с духом. Очень красивые места. Например, Гудаури. Там есть лыжня, построили лыжню. Это действительно является красивейшим местом. Эта вот лыжня может спорить с мировыми аналогами вот этого вида спорта. Трусовское ущелье. Вот осетины всегда говорили так, что якобы Трусовское ущелье сам Бог построил для того, чтобы там отдыхать. Вот такое красивое ущелье. Там для туризма все условия есть. Есть источники, целебные источники, где можно лечиться и пребывать круглогодично. Величественная красота этих ущелий настолько очевидна, что не нуждается в описании. Но наряду с радующими глаз пейзажами, чистейшим воздухом, напитанным пряным ароматом альпийских лугов, эти места ценны еще и обилием нарзанных источников и родниковых вод. В этом смысле Тершегом и Коб – прекрасная рекреационная зона, которая в советское время являлась известной народной лечебницей. Но сегодня ситуация такая, что нас туда не пускают, осетин туда не пускают. Нам запрещено проезжать в Трусовское ущелье. То, что два народа одной страны, веками жившие бок о бок, оказались разделенными на два лагеря, то, что между ними пролегла граница, это проблема не только осетин, но и грузин, чьи семьи оказались по разные стороны границ. К сожалению, сегодня между нами образовались преграды. Скажем, вот дорога через Ларс закрыта на Грузию. И уже целое поколение выросло людей, как здесь у нас в Осетии, так и там в Грузии, которые друг с другом не общались. И, наверное, которые будут при встрече косо смотреть друг на друга. Хотя мы все родственники, близкие, очень близкие люди. Более 20 лет я не видел своих родных и близких, друзей, своих учеников разных национальностей, которые сегодня живут в Грузии. Это и армяне, и греки, и евреи, и остины, грузины. Но я не пересекаю границу, они тем более сюда не могут приехать. И мы эти связи потеряли. В советское время еще в 80-е годы можно было спокойно проехать границу за 40 минут до Казбекского района. В основном эта сторона вся, жители все оттуда, выходцы с Коби, с Казбекского района. Дорога закрыта с 2004 года. Я 4 года не мог попасть на могилу своей мамы. И пришлось мне сделать загранпаспорт, перелететь в Ереван. С Еревана добираться сутки мне надо было, чтобы вот эти 40 километров, которые отсюда до Казбекского района, сутки добираться до могилы, чтобы зажечь свечу и постоять там минут 10.
И сутки надо было мне обратно возвращаться сюда. Вот такие условия у нас. Я могу поехать, поскольку есть у меня загранпаспорт, я могу поехать. Но мои близкие никак не могут сюда приехать. Безусловно, печальная судьба этой священной древней земли беспокоит не только жителей и выходцев из Торшегома, Гудыккома и Коба, но и историков, политиков, общественных деятелей. В условиях 20-х годов в ходе национально-государственного строительства кремлевское грузинское лобби, возглавляемое Иосифом Виссарионовичем Сталиным, добилось того, чтобы Осетия была разделена на два национально-государственных формирования. Во-первых, именно тогда были созданы Северная и Южная Осетия как административно-территориальные единицы. Северная Осетия попала в состав Российской Федерации, и Южная Осетия в состав Грузинской Республики. Правда, все это происходило в составе единого Советского Союза. То есть вот Торшегом, Гудыкком, находившаяся к тому моменту под контролем юго-осетинского советского руководства территория, значит, была передана в состав Казбекского, значит, района Грузии. Поскольку Осетия – это суверенное государство, то земли так просто оставлять нельзя, потому что кто-то свои территории расширяет, а мы их теряем. Эти земли опустели не случайно. Это была дальновидная политика наших соседей, которые целенаправленно вытесняли осетин с их исконных территорий. Это необходимость защиты интересов граждан Российской Федерации, потому что люди, которые имеют собственность на этой территории, люди, которые являются выходцами оттуда, значит, не утратившими формальных прав на эти земли, значит, это все граждане Российской Федерации. И не замечать, значит, их интереса, не замечать, что поражены в правах на территории соседнего государства граждане России, конечно, великая, значит, Российская Федерация, вполне, значит, осознающая свое возвращение в ранг, значит, одной из мировых держав, значит, вряд ли может себе позволить. На прошедшем во Владикавказе выездном заседании Евразийского форума Российского института стратегических исследований, посвященного развитию ситуации на Кавказе и в Закавказье, также поднимался вопрос об этих землях. Границы России, в том числе внутренние административные границы Российской империи, Советского Союза, вот сейчас уже нового России и Евразийского Союза, они, конечно же, всегда меняются. Исторически Россия всегда делала ставку на различные народы. В определенный исторический период, это ни для кого не секрет, Российская империя сделала ставку на грузинский народ, собственно, создала Грузию, она создала этот грузинский народ из множества различных картвельских народов. В силу определенных исторических причин, на определенном историческом этапе, советская Грузия перестала существовать. И перестала она существовать в первую очередь по причине, собственно, волеизъявления руководства и населения Грузии. Имело место факт геноцида осетин, имели место притеснения самых других народов, армян, азербайджанцев. Все об этом прекрасно знают. И сейчас настал новый объективный этап. Россия, на этот раз в виде Евразийского союза, возвращается в Закавказье, возвращается надолго и очень надолго. По определенным причинам ставка на грузинский народ, кому-то, к сожалению, кому-то, может быть, это понравится, она уже невозможна. И будет сделана ставка на другие народы, и одним из этих народов
безусловно, является Осетией. И будет пересмотр границ. Он уже начался. Возникла Республика Южная Осетия, возникла Республика Абхазия. Но этот процесс еще не закончен, и он, естественно, придет к своему завершению в тех или иных формах. Исходя из и международного права, и элементарных человеческих норм, мы обязаны обращать внимание международного сообщества на то, что земли эти, о которых идет речь, всегда были осетинонаселенными. И то, что сегодня там осетинского населения осталось очень мало, а кое-где оно было фактически вытеснено, это наша беда. А чья это вина, собственно, достаточно ясно. И сегодня, когда мы видим, что выходцы из этих земель не могут даже туда порой проехать, мы видим вот эти элементы произвола на границе, нарушение элементарных человеческих прав, норм, то оставлять это без реагирования ни осетины как народ, ни Российская Федерация как национальное государство осетин, и в конце концов ни даже Республика Южная Осетия не будет оставлять это без внимания. Часть осетинской культуры состоит именно из этих обществ. Выдающихся передовых людей Осетии дали именно эти осетинские общества. И оторвать эту часть от Осетии, это все равно, что по-живому, да, живого человека вот, на части разорвать. Так и организм Осетии без вот этих обществ осетинских, он неестественный. Вот отсюда течет Терек на север, вот отсюда течет Арагва на юг. Никакой логики в отнесении северокавказской территории к закавказскому грузинскому государству никакой логики, конечно же, нет. Это территория 2 из 11 позднесредневековых осетинских обществ. Территория достаточно значительная, если сопоставлять ее с площадью Горной Осетии. Да, она занимает примерно, я думаю, что около 15% общей территории той Осетии, которая присоединилась в XVIII веке к Российской империи. То есть мы должны сегодня думать о том, как, во-первых, защитить попранные права осетинского населения этой территории, как защитить их имущественные права, как защитить их гражданские права, как защитить их право на постоянное проживание или беспрепятственное пользование землей. Вопрос Тершегома обсуждался среди основных и на круглом столе Алания, посвященном сакральным территориям Осетии, поскольку, как мы уже отмечали, на территории Тершегома, Гудыкома и Копской котловины находятся 64 древних осетинских святилища. А святыни, как известно, способствуют у каждого народа многократному усилению у них чувства Родины. Мы, трусовцы, копинцы и Гудык, любили свою родину так, как свою мать родную. Так мы и дорожили им. Мы остались без родины. Вот что обидно. А это самое страшное, когда у тебя нет родины. Человеку никак нельзя жить без Родины, как нельзя жить без сердца. Константин Паустовский. А здесь святая святых, наш небесный алтарь, к нам от предков дошедшее благословение. А на священный звар все мы ходим, как встарь, с очищающим души нам благоговением. Край навеки родной, несравнимый ни с чем, ты землею останешься обетованной. Где бы ни были мы, и не стали бы кем, лишь твое нам дыхание
служит нирваной.